Глыба вольной борьбы. Во Владикавказе на улице Тхапсаева установили мемориальную доску в честь Асламбека Дзгоева. На торжественное открытие собрались борцы республики и политические деятели. Многие из них прямо либо косвенно оказались под влиянием человека с большой буквы. Асламбек Дзгоев был ветераном Великой Отечественной войны, принимал участие в обороне Севастополя. Был ранен, контужен, после чего попал в плен. В 1943 году после освобождения он продолжил воевать, дойдя до Кёнигсберга. Вольной борьбой Асламбек увлекся еще до начала войны, продолжив заниматься ею и после. А уже в 1954 году стал трехкратным чемпионом РСФСР. Во всех ипостасях это был великий человек. И как спортсмен, и как тренер. И не случайно, что в канун 70-летия Великой Победы открывается эта доска, потому что Асламбек Захарович был фронтовик, и для нас был великий старший. Несмотря на собственные борцовские успехи, в республике Асламбека Дзгоева запомнили как выдающегося тренера. Он по праву считается основоположником Остинской школы борьбы. Через его руки прошло множество чемпионов и славных тренеров. Сотни его воспитанников стали мастерами спорта. Именно его тренировки закладывали фундамент будущим победам. Среди его известных учеников Сослан Андиев, Савкут Зарасов, Алимбек Бестаев. За его отношение к подопечным воспитанники называли батей. Кстати, его сын Таймураз тоже стал двукратным чемпионом мира по вольной борьбе. Он сумел видеть то, что не замечали другие. Ему хватало одного взгляда, чтобы понять, есть у парня борцовское будущее или нет. Вот с его багажом жизни, то, что он испытал, и он перенес такую любовь на своих учеников, что внешне он был очень строг и очень требовательный. Это самое главное, конечно. Батя, как мы звали, никому не давал поблажек, требовал, но был справедлив. И по-настоящему воспитывал ребят. Асламбек Дзгоев занимался борьбой не только в Северной Осетии. Он внес огромный вклад в развитие этого вида спорта на всем Северном Кавказе. Работал тренером в Грозном и Черкесске. Не стало Асламбека Захаровича в 1994 году. Славный тренер был похоронен во Владикавказе на Аллее Славы. Елена Черенкова, Тимур Мазаев, Олег Рамонов. Осетия ТВ.